Узбекский чиновник раскритиковал период правления Каримова. Китай разрушил в Восточном Туркестане 16 тысяч мечетей. Таджикистан на пороге второй волны коронавируса. Узбекские власти рассказали, что в эпоху ислама Каримова узбекские СМИ являлись машиной для пропаганды политики режима, а также работали для установления культа его личности. Об этом заявил председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Камил Аламджонов на международной онлайн-конференции 28 сентября, приуроченной к Международному дню всеобщего доступа к информации. 2016-yilga qadar O'zbekiston matbuoti koma holatiga tushib qolgan edi. O'lib o'lmagan, yashab ketmagan. Televideniyada faqat bachkana maqtovlar, gazetalarda esa faqat jannatdan xabarlar yoritilar edi. Bu kulgulidir hozir, lekin afsuski holat aynan shunday bo'lgan. Davlat aholiga kerakli ma'lumotni emas, balki o'zi to'g'ri deb bilgan ma'lumotlarni uzatish bilan shug'ullangan. Butun matbuot faqat bitta insonga, u ham bo'lsa, o'sha paytdagi davlat rahbarining ko'ngli uchun xizmat qilgan. По словам Аламджонова, во времена Каримова узбекская пресса мало освещала заботы и проблемы людей. Жалобы журналистов публиковались анонимно в социальных сетях. Также Аламджонов отметил, что за последние 4 года пресса в стране значительно либерализовалась, и журналисты получили возможность освещать реальные события в стране. Примечательно, что нынешний президент Мирзияев во времена Каримова был одним из главных функционеров режима и занимал должность премьер-министра. Эксперты отмечают, что очернение политики предшественников является отличительной чертой авторитарных режимов Центральной Азии. Так, в январе этого года Мирзияев, выступая перед новыми депутатами Законодательной палаты, уже заявлял, что период президентства Ислама Каримова можно назвать временами страха. «Мы жили во времена страха», заявил тогда он. Напомним, что в мае текущего года 2 спортивных журналиста лишились работы на государственном телеканале после того, как раскритиковали освещение последствий разрушительного наводнения в начале мая. Работы лишились редактор телеканала «Спорт» Бабур Акмалов и генеральный директор Жамулиддин Бабажонов. МИД Китая отверг обвинения в реализации политики и уничтожения культурного наследия уйгурского народа в Синьцзяне, передает Reuters. Ранее Австралийский институт стратегической политики ASPI обвинил китайский режим в намерении уничтожить культурное наследие мусульман. По подсчетам организации, порядка 16 тысяч мечетей в Синьцзяне были уничтожены или сильно повреждены в рамках антиисламской политики Пекина. Свои выводы ASPI выстроил благодаря спутниковым снимкам и статистическому моделированию. Ранее власти Китая официально признали факт резкого падения рождаемости в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе в 2018 году, почти на треть по сравнению с 2017 годом. Однако продолжили отрицать сообщения о принудительной стерилизации женщин в Восточном Туркестане. Напомним, что на сегодняшний день миллионы мусульман находятся в так называемых лагерях перевоспитания. Об ужасах, происходящих в таких лагерях, не раз сообщалось в отчетах международных организаций со слов некоторых побывавших в этих лагерях и родственников, чьи близкие находятся в подобных учреждениях. Также Австралийский институт стратегической политики ASPI выпустил новый отчет, согласно которому в китайском регионе Синьцзянь обнаружены новые лагеря перевоспитания уйгуров. По данным исследователей, Китай расширил сеть центров принудительного содержания уйгуров и других мусульман примерно на 100 лагерей. Только в одной областной больнице Сагдийской области за последнюю неделю скончались 16 человек.
Все они – жители Худжанда и Бабаджан-Гафуровского района. Об этом сообщает новостной портал Ахбор.ком со ссылкой на собственный источник в медицинском учреждении. Как рассказал один из источников на условиях анонимности, на конец сентября в клинической областной больнице, которая расформирована под госпиталь, госпитализированы 157 больных, у которых выявлен коронавирус, 18 из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Медики говорят о признаках второй волны эпидемии в регионе. Несмотря на то, что страны Центральной Азии несколько месяцев практически находились в изоляции, рост числа заболевших не прекращается, причем аналогичная ситуация наблюдается в целом по региону. По мнению экспертов, такая ситуация связана с плачевным состоянием системы здравоохранения в этих странах, так как на протяжении почти 3 десятков лет диктаторы региона занимались исключительно построением собственного и семейного бизнеса за счет народного благосостояния, укреплением собственной власти и препятствованием исламскому возрождению в регионе. Nursultan Nazarbayev abişke rahmet biz için bunday medrese, bunday meşitler açıp vermeseydi. Bırak Marko, Müslümanlarga oynayışını.